Добрый вечер, уважаемые телезрители. До Дня Победы остались считанные дни. И мы в студии Абхазского телевидения снова вспоминаем события Отечественной войны. Сегодня тема нашей беседы – международные переговоры, информационная война и работа пресс-центра. К нам в студию пришли гости. Аида Георгиевна Ладария, руководитель Гудаутского пресс-центра Верховного Совета Республики Абхазия, заместитель директора Сухумского дома юношества. Лаура Манчевна Беня, работник пресс-центра, сотрудник Центра гуманитарных программ. Диана Владимировна Ахба, помощник представителя Турецкого комитета солидарности с Абхазией, сотрудник Абхазского государственного музея. Лилия Ризовна Хагба, сотрудник штаба Конфедерации народов Кавказа, зав. Отделом абхазского языка Абиги имени Дмитрия Гуля, профессор АГУ. Итак, вы, если заметили, у нас собралась такая женская команда, но эти хрупкие женщины, однако, стояли во главе очень серьезных служб. Итак, международное сообщество называло войну в Абхазии внутренним конфликтом Грузии. 8 октября Конгресс Абхаза-Абазин обратился к ООН с призывом защитить абхазский народ, защитить его и не допустить его геноцида, и в соответствии с международными законами обеспечить его право на самоопределение. Шеварднадзе, в свою очередь, тоже обратился к НАТО и СБСЕ и признался очень кокетливо, что он просто не знает, что делать в такой ситуации. Генеральный секретарь НАТО Вернер выразил свою озабоченность ситуацией в Грузии, однако помогать особо не торопился, не спешил. Стали предприниматься такие некие какие-то дипломатические шаги, призванные обозначить отношение Запада к ситуации в Грузии. С этой целью 14 октября в Гудауту приехала делегация ООН. В этой делегации был заместитель генерального секретаря ООН Бланк. Задача этой делегации была принудить абхазское руководство к каким-то уступкам. Не успев сойти с трапа самолета, Бланк тут же потребовал восстановить статус-кво, что означало отдать Гудауту, Гагру, которую только что освободили, отдать снова грузинам. На предложение абхазской стороны, чтобы эта делегация поехала, поговорила с беженцами, посетила госпитали или посетила места боевых действий, они никак не реагировали. Вообще этот визит носил удручающее впечатление, потому что делегация ООН делала какие-то странные выводы, они совершенно не видели реальность, которая была на самом деле. И, соответственно, такой же доклад лег на стол Генсека ООН, который они предоставили после посещения Абхазии. Там, в частности, говорилось, что абхазские силы при поддержке боевиков захватили город Гагру, и что это очень сильно осложнило ситуацию. Вот странно, да? Захватила Гагру, но не освободила Гагру. Вот этот доклад показал и очень хорошо продемонстрировал систему двойных стандартов. То есть международные чиновники, они считали, что важна территориальная целостность Грузии, и что это важнее, например, чем судьба целого народа Абхазии. Надо сказать, что если ООН и ОБСЕ игнорировали письма из Абхазии, то все-таки нашлась такая организация, которая поддержала абхазский народ. Это была Организация непредставленных народов, ОНН. 2 ноября ее делегация во главе с генеральным секретарем Прагом прибыла в Абхазию, в Гудауту в частности.
Вот они как раз-таки очень интересовались всем. Они были и на местах боевых действий, и говорили с беженцами, и ходили в госпиталь. То есть им было очень важно разобраться, что же в Абхазии происходит на самом деле. И самое главное, что они встречались с главой Абхазии Владиславом Григорьевичем Марзенбо, который сказал, что эта война не наш выбор, что ее нам навязали. Если бы мы не ответили на агрессию грузин Госсовета Грузии, то наша судьба была бы еще трагичнее. И Праг как-то вот после этого визита, давая интервью, сказал такие слова: «Я очень хорошо понимаю, что абхазский народ не просто воюет за свою землю, но что он еще и борется за сохранение своего этноса». И, соответственно, такой же доклад он сделал после посещения Гудауты, в которой он предупреждал мировое сообщество, что если абхазский вопрос не будет решен, то его последствия ощутит весь Кавказ и даже соседние регионы. Шеварнадзе, в свою очередь, очень надеялся на грузинское лобби в ООН и СБСЕ. Он надеялся на то, что зарубежные лидеры не забудут его заслуги в развале СССР. Ну, надо просто вспомнить, что он всегда все делал с оглядкой на Запад. И если раньше для него солнце всходило на севере в Москве, то сейчас вектор изменился, и оно стало всходить на западе в Вашингтоне. И вот после этого произошло то самое событие, которое буквально вот перевернуло весь расклад, и обстановка поменялась. Я напомню нашим телезрителям, что в Стокгольме на сессии Совета СБСЕ выступил министр внутренних дел России Козырев, который сказал, что наши традиции, традиции России находятся в Азии. И именно это устанавливает какие-то границы сближения Западной Европы. То есть он четко дал понять, что Россия сумеет постоять за себя и за дружественные соседние народы. Конечно, вот это заявление привело в шок не только Запад, но и прежде всего Грузия. Она тут же прервала всякие переговоры с Россией. Вот такова была международная обстановка. Это был фон, на который началась война в Абхазии и шла уже потом целый год и месяц. А тем временем в Абхазии прошел первый шок от войны. Весь народ сплотился, он подтянулся в один буквально кулак, окруженная со всех сторон Гудаута. В ней сконцентрировались все силы, сконцентрировались и местные жители, и беженцы. И вот как-то сам по себе возник пресс-центр Верховного Совета Республики Абхазия. Надо сказать, что это была очень важная и особая служба, так как сюда приходили и люди, и информация стекалась. И вот прежде чем мы предоставим слово руководителю этого пресс-центра Аиде Ладаря, я бы хотела, чтобы мы все снова вспомнили, что из себя представлял этот пресс-центр. У нас есть кадры хроники, которые сняла Тали Джопо. Пожалуйста, покажите нам первый ролик. О численности добровольцев слухи ходят самые разные.
Аида, ты появилась в Гудауте 19 августа. Расскажи, пожалуйста, как все началось, какие цели и задачи выполнял пресс-центр? Ну, я думаю, что война, как и любое событие в жизни, это всегда проблема выбора. Выбора человека определить то место, которое он для себя избрал. И я не знаю, в силу своего оптимизма, я как-то не очень верила, что будет война. Хотя наш друг муж Нехварский говорил, что надо готовиться. И как-то перед войной меня познакомили с худощавым человеком в шляпе с усиками, который говорил на Амре, что надо покупать стингеры. Это был Дудаев, 89-й год. Но я тогда думала, что как-то вот странно, какая война, 20 век, варварство. Но это пришло. Это пришло. И пришло неожиданно в 12 часов, 14 августа. В 12 часов мой отец позвонил, кадровый военный. И когда я увидела его с автоматом, я поняла, что это случилось. И как-то верилось, что мы найдем возможность договориться, потому что это как-то можно было, наверное, все-таки решить. И вы знаете, были переговоры, но когда грузинская сторона вероломно нарушила то договоры перемирия, когда мы на 3 километра отошли от Красного моста, то уже было ясно, когда начались первые бомбежки, стало ясно, что все это на самом деле не очень такой оптимистичный вариант. И дядя меня схватил просто буквально и увез в Абгархук, в наше семейное родовое гнездо. И я тогда поняла, что на 18-го, что я не могу как-то надо что-то делать. И мы с папой поехали, с дядей поехали в Гудауту. Меня встретил Сергей Миронович, Шамба, взял за руку и сказал, вот идем, поднял на 2-й этаж, привел в кабинет замглавы администрации тогда Дима Ардзенба, сидел там, вернее, уже не сидел, потому что он уже ушел на войну, и сказал, давай, помогай организовать пресс-центр. Там уже были люди, и это был хаос, это было что-то невероятное, потому что, как оказалось, мы не очень готовы были к такому развитию событий, то есть заранее стратегически продумать, если завтра война, то что вот тут будет работать, какие службы. Ну, в общем-то, было понятно. Вы видели на кадрах, там были все. Все, и все что-то делали уже. И Нателла Акаба писала какие-то обращения, Сократ Джинджоли писал, Гурам Анкваб занимался, телевизионщики приходили, что-то снимали, об этом говорили. То есть это было очень шумно, очень было как-то, ну, деловой был такой шум, но тем не менее меня все время призывали, наведи порядок, Аида, наведи порядок, тихо, тихо, ребята. Ну как можно было тихо, когда такое случилось с нами? Но постепенно жизнь в пресс-центре упорядочилась, конечно. И когда уже появилась какая-то определенная такая, определенное понимание, и вот как бы каждый понимал свою задачу. И как-то это очень тихо так урегулировалось. Ну, что входило в обязанности пресс-центра? Все. Можно сказать, все. Я помню, что это было ужасно, когда появились первые убитые добровольцы. И взрослые мужчины не знали, что делать, куда. Почему-то все бежали в пресс-центр. Почему-то всем, ну, где-то же надо было получить, нельзя было все время дергать верховного главнокомандующего. Значит, должен быть какой-то орган. И этот орган оказался пресс-центр. И на самом деле каждый в пресс-центре находил вот эту свою нишу. И мы занимались буквально всем. На самом деле и ранеными, и гуманитарной помощью, и люди приходили, спрашивали, что делать, чем помочь. И находилась эта работа. Были какие-то моменты, которые сейчас вспоминаются так смешно, даже, может быть, в какой-то момент. А что, ну вот вы все знаете, что информация – это же очень важный момент. Конечно. Информация – это то, что делает определенную составную часть победы. И надо сказать, что с информацией нам было очень трудно, потому что лобби грузинское было очень сильное. И оно было сильное везде, и не только за рубежом. Фактически у нас лоббистом была только Пола Гарб, и все. И
А в российское телевидение оно тоже почему-то как-то не очень хорошо. Я помню такой очень сложный момент. Мы даем нашу сводку, передаем, все сидим у телевизора, вы видели, да, на кадрах, все сидим, ждем. И вместо нашей сводки идет грузинская сводка. Надо отдать должное работе гудаутских телефонисток. Они работали как никогда безупречно. Они были все время. Набираю и говорю, мы вам передали на канал нашу информацию, хотелось бы ее услышать. Да, сейчас, хорошо. Ушли. Через 10 минут перезваниваю. Человек занят, корреспондент. Хорошо, еще. И мои телефонистки, сейчас, Аида, мы наберем, сейчас 2 минуты. И через 2 минуты на самом деле связь устанавливалась, но корреспондента не было, ведущего даже, скажем так. Но мои девушки не отставали, не отступали, они продолжали. Мы 8 раз набирали туда и, наконец, сказали, она ушла. И что ты будешь делать? Да. Ничего не держит. Но можно сделать. Просим к телефону начальника. И надо дать ему должное, да. И наша информация прошла. То есть вот такой прорыв, можно сказать, информационный, он зависел очень от деятельности, от работы многих людей. И эта работа совершалась. И это было хорошо. Я вот подтверждение твоих слов, Аида, хочу сказать, что мы все помним, кто в этот момент в Гудауте находились, насколько было обидно. Реальные события были одни, а российские каналы и зарубежные говорили совсем о другом. То есть это было очень важно, вот, чтобы информация доходила, да, и особенно НТВ, чтобы она доходила и доходила правильно. Надо сказать, что наша война всколыхнула абхазо-абазинские диаспоры в странах всего мира. И с первых же дней войны на свою историческую родину стали приезжать братья прибывать братья из Турции, Сирии, Иордании, США, Германии, Голландии. 23 августа 1992 года по инициативе Кавказской диаспоры был создан комитет солидарности с Абхазией, штаб-квартира которого находилась в Стамбуле. Диана, ты работала с репатриантами. Вот расскажи нам, как работа с ними строилась. Я тоже попала в конце августа в пресс-центр и стала заниматься уже именно вот с репатриантами. В основном я работала, собирала, вот как бы изучала информацию, которая поступала. Мне помогали, вот переводили, и оттуда передавал. Член комитета был Сизаи Пабба, и здесь Мунтаз Шамба помогал с переводами. Мы переводили с турецкого на абхазский, а потом я с абхазского на русский. И в 2 языках эту хронику, информацию каждый день, это по просьбе Эммы Килба, бедная Эмма, передавали Владиславу Григорьевичу Ардзенба. И потом мы составляли вот полностью вот хроника вот вся. Она и публикована, и на конференции выступала с этим. Ну, как только началась война, вот как ты правильно заметила, это все всколыхнуло всю нашу диаспору. 18 августа в Адапазаре состоялся 10-тысячный митинг. Они проводили очень большую работу. Они делали все, чтобы мир узнал правдивую историю в Абхазии. Потом вот 23-го комитет собрался, до этого 40 дернаков кавказских, не только абхазские вот клубы, и весь Кавказ, кавказские все дернаки. 6 встреч были с премьер-министром Сулейманом Демирелем и 2 встречи с президентом Тургутом Музал. Первая группа, когда пришла, там их было несколько человек. Вторая встреча с Демирелем, 400 человек было. И везде вот они говорили вопросы, поднимали вопросы Абхазии. Он обещал, что вот где-то там конкретно даже есть, я говорил с господином Шеварнадзе, он обещал, что не будут такие отношения, вот нечеловеческие, там, кровопролитие должно быть остановлено и все. И помимо этого сюда приезжали еще добровольцы. Первые добровольцы стали сюда приходить где-то вот после 23-го. Я хочу еще сказать, что вот вчера похоронили, я думала, что он в Турции, информации не было, репатриант, доброволец Шандуан Званба. Вы, наверное, все его знали. Да. Они приходили, вот их фиксировали здесь, этим другой вот человек занимался, а я занималась просто вот сбором информации. Спутниковый телефон сюда вот в августе привез Атай Цушба,
И уже на телефоне, по телефону получали информацию. В основном информацию передавал, правда, тоже на турецком, но там меня переводил Мумтаз, когда на турецком. Это был Пранба Фатих. Он был секретарем комитета солидарности с Абхазией. Очень много, большую работу проводили. Дважды гуманитарный груз, Красный полумесяц и Красный Крест привезли самолетом. Это тоже организовали. Вот парламентарии, сам президент Тургут Özal встречался с парламентариями, он говорил, поднимал вопрос об Абхазии, именно абхазский вопрос, когда обсуждали. И он говорил о том, что войну надо остановить. И помимо этого еще был в Европе тоже Совет Европы, когда в Страсбурге, там тоже поднимался вопрос, и там представителями из Абхазии наши интересы представлял Гурам Гумба. Тоже диаспора там была. Но в основном это из диаспоры состояло, но во многих городах газеты, такие газеты, как «Милет», «Günaydın», «Заман», «Орта-Дугу», и еще какие-то, вот я не помню, но они с 1 сентября стали уже давать правдивую информацию. Вся пресса писала очень, на самом деле, правдивую информацию давала, потому что у меня вот есть все переводы. Даже было такое постановление, собрались и объявили бойкот всем фирмам, которые вложили свои деньги в Грузию. И пока не выведут грузинские войска, не уйдут из Абхазии, чтобы они не работали с грузинами. Такие тоже есть у нас. То есть диаспора Да. делала очень серьезные шаги. Но, Диана, я бы хотела, чтобы ты еще Да. рассказала о коллективном завещании, которое... Коллективное завещание, Да. да, было. Вот все ребята, которые сюда приехали, добровольцы, они приехали с завещанием. Завещание было и на турецком языке, потом мы перевели на абхазский, на русский. Они все просили, чтобы их, когда что-то с ними, вот, если случится, погибнут, похоронить в Абхазии. Завещание тоже опубликовано, и все эти материалы я дала в музей, сейчас находится в музее, даже в зале войны выставлено. Так и сделали, правда. К сожалению, одного не смогли здесь оставить, кто первый погиб, а вот остальные ребята, которые погибли, они здесь похоронены. Из Турции 5, и из Сирии 2 погибли. Вот это коллективное завещание, оно как раз говорило о их очень серьезных озабоченности и о серьезной вот такой задаче до конца или умереть, Да. или освободить Или- свою родину историческую. Вот очень много обращений к президенту, очень много в конце, после, когда победа была, уже поздравления. Но они пишут, обращаются к Ардзембал, президент, господин президент. Очень много обращений, вот они так пишут, прямо здесь есть у меня обращение одно, но не знаю, Прочтите смогу нам. зачитать или нет, да. В Хендек 13 декабря 1992 года собрались в основном молодежь и написали вот к нашим братьям, участникам освободительной борьбы. Мы посылаем салам бойцам передней линии, участникам борьбы за свободу Абхазии. У нас нет возможности находиться рядом с вами на позициях, но на этой священной войне душой всегда рядом с вами. Нашу родину и вас мы очень-очень и очень любим. Нас сегодня никто и ничто не беспокоит, и никакой опасности здесь нет. Но поверьте, что у вас больше шансов, потому что вы живете в Абхазии и можете ходить с гордо поднятой головой. Мы тешим себя тем, что делаем все возможное за Абхазию. Но по сравнению с вами это очень мало. Мы очень-очень-очень хотели бы быть рядом с вами. Чувствуя свой долг перед Родиной, мы преклоняемся перед Абхазией. Но мы знаем, что судьба нашей Родины находится в надежных руках. Надеемся и верим в вас. Мы также убеждены в том, что противозаконно поднятые против вас руки будут обломаны. И солнце вновь и навсегда встанет за нас, за Абхазию. Абхазия, ты жила более 5000-ной историей. Живешь и всегда будешь жить. Мы очень-очень и очень любим вас и нашу родину Абхазию. Наши сердца всегда с вами. Абхазия никогда не встанет на колени. Хендек, Абхазия, Абхазия наша, до встречи. И вот здесь подписи всех фамилий, кто Да, подписал. да. Очень трогательно. Да. Надо сказать, что вот и наши обращения, и ответы на наши обращения, они очень вдохновляли на самом деле. Да. Они придавали вот такое чувство, что мы не одиноки, помимо того, что добровольцы приехали, помимо того, что мы получали вот такую
вернее, даже вот в противовес тому, что нас блокировали информационно, и все-таки вот эти вот вещи, они пробивали эту блокаду, и было это очень полезно. Да, таких Да, вот очень Лаура, много. да, вот я знаю, что вы занимались в этом пресс-центре ранеными, старались как-то упорядочить список Да. раненых. Расскажите нам. Ну, я вкратце скажу, я попала в начале войны в Гудауту, где-то, сейчас я не помню точно, числа 16-го. И, естественно, все прекрасно помнят, паника была, хаос был, все были, конечно, в шоке, никто не ожидал. И я, естественно, никакой информации не было, я поспешила в исполком узнать хоть что-то. И когда я пришла туда, уже там располагался Владислав Григорьевич Арзенба и вот команда вся там. И Мукилба, помню, где Люда Аджинтил в форуме, она работала с архивом всем, она выехала тоже. И, естественно, сразу же меня, будешь здесь, остаешься, и по возможности, что, чем, кто что может, помогает. Ну, естественно, первое, что первые раненые, убитые, гражданские, и кто взял в руки оружие. И первый госпиталь, он даже уже не госпиталь, больница Гудаутская принимала. И, естественно, нужна была информация. И вот мне поручили, я вот в день несколько раз ходила в больницу, списки, должное надо отдать нашим медикам. Они очень быстро собрались. Это же все-таки военные, раненые войной. А у этих опыта другой. Тем не менее, они делали очень много. И при том, что с лекарствами, какие проблемы были, это все нужно было наладить. Естественно, потом уже Тароси подключился, все систематизировали, но первые дни списки раненых, убитых, без вести, ну вот эти списки, потом АИДа, когда уже появилась, АИДе передавали уже в Москву, когда уже связь появилась с Ачимчирским районом, многие же воевали с Ачимчирской стороны на Гумистинском фронте, ну вот такая связь была, и приходили родственники узнать, кто беженцы попали. Они же не могли найти своих близких, спрашивали. Ну, в общем, вот такая система была налажена, и вот так работали. Ну, помимо этого, я еще сопровождала журналистов, кто изъявлял желание, когда уже один госпиталь был, второй появился, сопровождала их и предоставляла им тоже информацию. Ну, такая была у меня работа. Понятно. Я хочу маленькую ремарку сделать. Потом, когда появились международная организация «Врачи без границ», они констатировали, что при вот таком невысоком уровне медицинской оснащенности наших госпиталей такой высокий процент выживаемости раненых. Они сказали, это просто невероятно. На самом деле, но это факт. Надо сказать, что с первых же дней войны в столицах Северного Кавказа, в Нальчике, Черкесске, в Майкопе и в Грозном шли постоянно митинги в поддержку народа Абхазии. И постоянно шла запись добровольцев, и в этих же городах собиралась гуманитарная помощь. И вот помнится мне, как мы в Гудауте воспряли духом, когда увидели первые группы добровольцев, которые перешли Северный Кавказ, как у нас сразу появилась надежда, что все-таки мы выстоим, мы победим. И вот прежде чем мы перейдем к следующему нашему респонденту, я все-таки хотела, чтобы наш режиссер нам показал второй ролик о добровольцах. Пожалуйста. Позиции определились. Не желая вести политико-юридический диалог с абхазскими властями, без ясных выигрышных перспектив Абхазии с требованиями незамедлительного вывода грузинских войск
Ливия Ризовна, вы работали в штабе конфедератов и даже написали целую книгу об этом. Расскажите нам, пожалуйста, вот о работе с добровольцами. Как шла эта работа? Ну, о том, что добровольцы стали прибывать в Абхазию, мы буквально с первых дней уже слышали. Я почти каждый день имела информацию, потому что мой брат был среди тех, кто их встречал в Авадхаре. Вот, а штаб был создан после того, как освободили Гагру 24 октября 1992 года. Я буквально с первого дня уже была сотрудницей этого штаба. Я хочу назвать людей, которые там работали. Да. Нас было уже 8 женщин. Это Людмила Изатовна Аргун, это Эма Ангваб, это Ляля Чамагу, это Ирина Агрба, это Цира Габне, это Ирина Кокускир, это Нана Лакашия. Вот мы, 8 женщин, всю войну были вместе. Мы сначала думали, что раз организовали пресс-центр, будем заниматься только вот этими делами, что касается прессы, да, средств массовой информации. А оказалось, что там надо делать больше, потому что ребята стали прибывать в большом количестве. И во-первых, очень было больно, что с самого начала у нас штаба не было, и поэтому те, которые погибли в начале войны, это в операции Учхоз погибли, в Сухумском вокзале погибли, на горе Мамзычха погибли. Мы об этом слышали, но, к сожалению, мы ничего для них не смогли сделать. Просто я потом про них собрала информацию, конечно, обо всем этом написала, но уже как только создан был этот штаб, уже системно пошла работа. С самого начала начальником штаба был Муса Шанибов, потом после него был Феликс Бекалдиев, потом был Руслан Гвашев, потом был Амин Зехов, а заместителем начальника был Абуязид Ахиадов. Вот по ротации это все передавалось, а потом мы уже в этом маленьком билетажном здании Гудаутского лесхоза мы старались создать уют, насколько это было возможно, прибывающим к нам на защиту нашего народа, нашей страны. Вот когда самое страшное было, когда я увидела, что добровольцами к нам стали прибывать 15-летние, 16-летние ребята. Мы были в ужасе, много было случаев, что мы с ними беседовали, хотели их отговорить, уехать назад и так далее. Но, конечно, нас они не слушались. Они, как взрослые, они говорили, вы наши братья, мы приехали вас защищать. Пока не будет победы, мы отсюда никуда не уедем. Но потом уже много очень было у нас контактов, по телефону или знакомые, или с теми. Я же закончила Кавказское отделение Тбилисского университета, поэтому имела много друзей до этого. Да, связи были большие, и поэтому информация полная поступала о том, что происходит в столицах северокавказских республик. А там фактически все было уже как-то... Все были подготовлены к тому, что идет тут война, что надо помочь, что вот вы, Манана, сказали, что там шли... Вначале вообще бессрочные были митинги, марафоны, пресса заработала. Там кабардинское телевидение специально уже вела передачу «Абхазия в огне». Вот эти газеты «Базашта», «Нарты» и многие другие газеты... И очень хорошо все это освещалось подробно, информация давала полностью. У нас здесь мы очень наши старались, но это не получалось. Какие были преграды, все знают, но у них было больше возможностей, они всем этим занимались. И потом надо сказать о большой деятельности, которую вела Международная черкесская ассоциация. Вот о том, что происходит здесь, в Абхазии. Всю информацию передавала эта ассоциация, Конгресс кабардинского народа. И в этом здании, где был расположен Конгресс, туда привозили останки бедных наших добровольцев, там устраивали траурные митинги, хоронили с почестями. И вот в связи с этим хочу сказать, и, может быть, не все об этом знают, всю войну всех погибших добровольцев по мусульманским обычаям к захоронению подготавливал Рамзи Арюта, репатриант из Сирии.
Очень было это тяжело. И потом, что касается этого Рамзи, еще надо сказать о том, что он очень многих, сотни ребят вылечил от гангрены. Он был тесно связан с нашим штабом. Ежедневно он приходил за информацией, что произошло, кто попал в госпиталь, какую рану кто получил и так далее. Вот что хочу сказать. Мы, что в первую очередь, телевизионную передачу и вела Ирина Агырба «Вместе через беду». Мы издавали газету «Конфедерация». Людмила Аргун была редактором, я была в редколлегии. И собирали материалы о добровольцах, мы их фиксировали, мы их размещали там, где это было возможно. Если им надо было идти в бой, у них все было расписано, когда что и так далее. Если кто в Гудауте оставался, скажем, да, на день, на два, мы должны были заниматься их размещением. Естественно, люди приехали за нас погибать, мы должны были знать, где он будет жить, чем он будет питаться, и всем этим мы занимались. Потом в госпитале, мы постоянно навещали их в госпитале, были в курсе всех дел, что с ними происходило. И хочу еще сказать об одном очень важном моменте, когда приезжали их родители. Были такие дни, это запало в душу на всю жизнь. Были такие дни, что мать или отец, кто-то из членов семьи, вот когда они узнавали, что ребята приехали воевать, особенно вот когда самые молодые сюда стали прибывать, вот приехала мать, ну, познакомились, приняли и так далее. Бывали случаи, что вот кто-то из родителей приехал, а в это время сына ранили, и он получил какое-то увечье, или он погиб вот в Борге, пока мы, с родителем. Нам тяжело было, как это сказать матери, как это сказать отцу. Вот много было таких моментов. И потом, что хочется сказать? Конечно, обо многом хочется сказать, но когда массово погибали, когда в день несколько, это было очень тяжело. И мы все, вот я все, кого я назвала, мы вообще забыли про своих родственников, про друзей. Ну, конечно, не забыли, но для нас было важнее заниматься всем тем, что касалось добровольцев. А мы могли не оплакать родственника, соседа, там, и друга и так далее, но что касалось добровольцев, это мы на второй план никогда не оставляли. И иногда бывали моменты, что неудачная какая-то боевая операция неудачно завершилась, и мы, конечно, как женщины падали духом, столько потерь среди добровольцев, но они все время, постоянно, всю войну нас подбадривали. Мы что, напрасно, что ли, приехали? Вы и без нас победили бы, но мы же братья, мы же должны были быть рядом. Мы здесь, вы не бойтесь, мы будем здесь до победного конца. Мы вас очень просим, чтобы мы не видели, что вы за что-то нервничаете. Они все терпели, если чего-то не доставало, они никогда не жаловались на то, что вот чего-то у них нет и так далее. Но они создали вот такое впечатление, вот как будто они пришли из соседнего двора или из наших собственных дворов. Они вели себя как братья настоящие, как члены нашей большой семьи, абхазского народа, можно сказать. Лилия Ризовна, это вот мало того, что организационные моменты, да, тут еще и психологические, тут вот эта поддержка, моральная, это же неоценимо. Это было неоценимо. Бесценно. Я хочу об одной вещи сказать. Я хочу, чтобы все, что связано с добровольцами, наш народ знал. Вот там добровольцем был заслуженный журналист Кабардино-Балкарии Эдыгея Зубер Бирбеков. Очень он с нами сблизился, он очень много и участвовал в войне, и многое сделал для Абхазии во время войны. Вы знаете, в один день, что он сказал? Я знаю, я мужчина, я адык, я кабардинец, я, может быть, не должен на такие темы с вами говорить. Он мне сказал.
ну, говорит, мы настолько, мы уже сблизились, что вы нас уже воспринимаете как мы братья, мы так, братья мы и есть, говорит. Ну, я, знаете, говорит, чего боюсь? Война, конечно, закончится, победа будет за нами, за абхазами. Но есть у меня информация, что здесь какие-то такие события разворачиваются, что молодые женщины только что вот вышли замуж или собираются выйти и так далее, уже испугались этих трудностей, говорит. Я вас очень прошу, вы же здешние, вы же, говорит, абхазка, говорит, у вас здесь все родные, близкие. Пожалуйста, говорит, я на себя беру всех молодых женщин, которые ждут детей, говорит, рождения детей ждут, а боятся в этой ситуации, говорит, чтобы, говорит, они, говорит, сохранили, говорит, своих детей, говорит, пусть не боятся трудностей, я на себя возьму всех женщин Абхазии, я, говорит, вывезу, говорит, на Северный Кавказ, я помогу, я, говорит, сохраню, говорит, жизнь, говорит, многим абхазским детям, говорит, пусть, говорит, ни одна женщина ничего, говорит, не испугавшись вот этой ситуации, говорит, не избавляется, говорит. Все понятно. Вот так они нас любили, поддерживали нас во всем. Эта поддержка, она на самом деле сыграла очень серьезную роль в нашей войне. Но надо сказать, однако, что и нам в войне помогли также и казаки Краснодарского, Ставропольского и Ростовской области. Вообще в нашей войне участвовало 300 казаков. И все же, возвращаясь к пресс-центру, я хочу сказать, что главная задача пресс-центра была создание благоприятных условий для журналистов. Ведь их надо было обеспечить жильем, транспортом, помочь получить информацию какую-то, да? Ведь журналистов приезжало очень много. Не все понимали суть конфликта, не все вообще понимали, что хочет Абхазия в этом конфликте. Надо было им объяснить это, надо было говорить им всю правду. И мы, опять же, повторяясь, мы помним ту ложную информацию, которую давали некоторые российские каналы. Поэтому так важны были сюжеты абхазских журналистов, которые вещали на российские каналы. Я хотела бы, чтобы наш режиссер нам показал 3-й ролик. Вот один из сюжетов Кристиана Бжаня, который вот шел во время войны. Пожалуйста. Поздно ночью 26 августа в Гудауту из Тбилиси прибыла группа российских парламентариев. Сразу по прибытии депутаты имели продолжительную беседу с Владиславом Арзенбо, а на утро отбыли в Сухуми. Бои между войсками Госсовета и интернациональным ополчением приобретают постоянный характер и, кажется, станут неконтролируемыми, если переговоры всех заинтересованных сторон не начнутся в ближайшие сутки. Для военного руководства ополчением вопрос вывоза с оккупированной территории погибших ребят стал проблемой, поскольку вожак грузинских войск Каркарашвили официально заявил о намерении устроить в Сухуми братскую могилу всем кавказским добровольцам. Эдуард Шеварднадзе пригласил Владислава Арзенбо в Тбилиси, но абхазский парламент не счел возможным проведение переговоров на территории Грузии. Все ждут московской встречи. Но стало известно, что Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе намерены встретиться тет-а-тет раньше 3 сентября. Это вызвало обеспокоенность руководства Абхазии. Вся собранная информация в пресс-центре оперативно распространялась по всем агентствам, в том числе и не только российским, но и зарубежным. И пресс-центр в Гудауте держал прямую связь с московским пресс-центром. У вас даже, я вот в кадрах хроники увидела, стоит компьютер. Для тех времен это очень крутая техника. Расскажите нам. Компьютер и принтер появились как-то неожиданно. Ахра Бжаня и Адгур и Налыпа где-то раздобыли этот роботрон, такой тяжелый компьютер, но он был на удивление тогда всем. И они понимали, как важно, на самом деле, оперативность важна вот в передаче информации. И этот компьютер и принтер, короче, медленно, но все-таки печатал, сработали на самом деле. Первые сводки мы писали от руки. Да. И посылали телетайпом, это было, может быть, не очень
для некоторых агентств как бы приемлемо, но тем не менее они принимали эту информацию. И надо отдать должное, вот Кристиан говорит, ты вернее сказала, что очень важна была информация, которую давали наши журналисты. Но, наверное, не менее важно, если не более, была информация, которая давалась как бы объективными, да, агентством, объективными журналистами. И я хочу сказать, здесь Владислав Григорьевич был просто, ну, неутомим, я бы так сказала, потому что иногда, особенно когда были наступления, какие-то горячие моменты войны нашей, приезжал очень большое количество журналистов. И когда каждый из них хотел встретиться с Владиславом Григорьевичем, каждый хотел из первых уст понять, что происходит, получить эту информацию. И просто героически этот человек в день иногда по 5, по 6 интервью давал. И я тогда удивлялась, как он, на самом деле, всегда у него были выверенные, правильные очень слова и предложения. И как-то он даже пошутил, говорит, тебе не надоело, Аида? Я как попка дурак одно и то же повторяю. Но он понимал, что именно, да, мы люди так устроены, мы можем сказать, и как бы это уже сказано, да, но приходит новый журналист, который не слышал этого, и надо опять это повторять. И я помню, как он восхищался, когда приехали BBC, они на самом деле, и CNN. Они работали настолько профессионально, что за 15 минут они сняли все важное, все значимое. Владислав Григорьевич тогда сказал, слушай, как они меня, только вот лежачим не сняли, все, и он вот как бы выполнял, понимая значение этого, выполнял вот все иногда, ну, какие-то не очень удобные, может быть, моменты, да, и в этом плане Владислав Григорьевич, я считаю, сыграл величайшую роль не только вообще в истории нашей войны, а вот именно в информационной войне. Потому что, ну, был такой смешной момент, приехали журналисты из американского одного агентства и немецкого, и ну, у нас, благодаря Московскому пресс-центру, была такая информация всегда, что вот эти журналисты, нам трудно было собирать, тогда не было интернета, и досье как бы на журналистов, как они вообще расположены к Абхазии. Ведь грузинское лобби было на самом деле очень сильное. И Московский пресс-центр в этом плане, вот Лиана Кварчель, Ася, Рита Басария, Барцитли, в общем, все, кто там, Лика вообще оказалась там случайно, она перед войной была в Килмарнике, вы знаете, наша делегация ездила в этот побратим, и слава Богу, что она там оказалась, потому что она сумела вот организовать эту работу, мы были все время на связи, и иногда информация из Москвы приходила раньше, чем мы получали ее здесь, на месте. И мы повезли этих журналистов, они захотели посмотреть абхазскую деревню. Мы повезли ее вот в дом Дианы Ахба, потому что ее отец очень известный винодел, его вино в Кремль поставляли и вообще. И этот человек, которого хозяйство было просто идеально. И этот американский журналист так посмотрел, угодья абхазские, говорит, это все ваша земля? Да, наша. А сколько вы платите аренду? Ну, 48 копеек там за гектар. Он так подумал, сказал, вы миллионер? Диана, папа так растерялся, говорит, нет, я колхозник, я не миллионер. Нет, тот не поверил, я христианин. Это действительно ваша земля? Это вся ваша земля? Да, моя. И вы платите вот столько, да? Вы миллионер, он сказал. Мой отец фермер в Техасе, и у него четверть вашей земли, и он миллионер. И тогда еще был один такой момент, когда, естественно, мамалыга, естественно, стол, естественно, тосты. И отец Дианы поднял за президентов. Ну, как настоящий абхазец, он пил не только за нашего президента, он пил за всех президентов. И вдруг американец говорит, я не буду пить за нашего президента, он плохой. Немец сказал, я выпью вот столько за президента, а вот за вашего президента вы можете пить весь стакан. Потому что они были как раз после того, как Владислав Григорьевич дал им очень хорошее интервью. Заканчивая вот тему информационной войны, я должна сказать, что уже через несколько лет после войны Эдуард Шеварднадзе сказал все-таки, что информационную войну Грузия проиграла. Все же. Значит, работали хорошо. Работали. И я хочу вот сказать, что когда вот более-менее упорядочилась работа пресс-центра, и мы как-то поделили функции, и тогда уже отделились, и Владислав уже ушел в этот Красный дом, и уже отделилась пресс-служба.
Да. который Кристиан Возглавлял. возглавлял Да. тогда. И вот то, что это структурировалось, и то, что каждый все лучше и лучше понимал свою задачу, это вот и сработало. И наша информация, она была настолько, на самом деле, как бы аргументированной, да, не дезинформированной. Есть момент дезинформации в любой Да. как бы такой войне. Это, видимо, сыграло свою роль, и ее стали принимать все ведущие агентства. И нам это удалось. Ну и завершая нашу передачу, очень хочется вообще все передачи завершать оптимистично, потому что вот я лично считаю, что всегда должен быть свет в конце туннеля. Вот я бы хотела, Ида, чтобы вы рассказали эту знаменитую встречу с Львом Ригельсоном у вас в пресс-центре. Ну, Лев Ригельсон, он появился как журналист в самом начале войны и периодически приезжал, в общем-то. И когда уже закончилась война, но пресс-центр еще оставался в Гудауте, пока Владислав Григорьевич там оставался. И все уже бежали, поскорее освободили Сухум, дошли до Ингура, все, в пресс-центре уже было так тихо. Да. Я даже позволила себе не прийти в 9 часов на работу. И я пришла, и папа мой оставил на моем столе записку, которую я хочу прочитать, которая очень многое символизирует и, в общем-то, раскрывает вот этот дух нации, который был. Он написал мне: надо обладать величайшим спокойствием, чтобы в дни тяжелейшего положения в республике не приходить вовремя на работу, которую выбрала сама же, для того, чтобы хоть как-то что-то сделать. И вот это вот этот высокая требовательность ответственности, она всю войну, в общем-то, проходила, и я видела, как работали и депутаты, и журналисты, и это была сплоченность, это было единение, которое, может быть, не хватает нам сегодня. И Лев Ригельсон, который сидел в пресс-центре, когда все уже ушли, все уже побежали снимать освобожденный Сухум, он все сидит в пресс-центре, уже надо мной стали издеваться. Что-то он тут сидит, непонятно. Я ему говорю: может, вы поедете в Сухум, я вам обеспечу машину, я всегда это делала, транспорт. Аптек Вирай И на обслуживал. фронт, и на... Да, надо сказать, что Гудаутская АТП, Мека Лакоба, можно сказать, по струнке смирно говорит: вот, Аида, как скажешь, так и сделаю. И всегда предоставлял машину, и это было очень важно. И Лев Ригельсон, который... И уже стали приходить ребята, которые возвращались из Сухума и говорили: что мы делаем, мы мародерничаем, какой кошмар, какой ужас. И он сказал: вы удивительный народ, вы победители, и вы каетесь. Вас ждет большое будущее. И еще он говорил, что народ, у которого есть такие женщины, победит. 25 лет прошло после кровопролитнейшей, беспощадной войны с Госсоветом Грузии. И пусть сейчас нам нелегко, и у нас множество проблем, но в час страшной беды мы выстояли, и это никогда не надо забывать. До свидания.